Шамшура, кокошник и очелье. В Финно-Угорском центре открылась фотовыставка коми-пермяцких женских головных уборов «Баба Юр». Сами изделия находятся в Кудымкаре. Экспозиция проходит в рамках Года культурного наследия народов России. Представлено всего 10 работ, однако каждая по-своему интересна и имеет определенный смысл. Ксения Мишарина одна из первых побывала на выставке. Забытые сейчас, но такие важные в старину женские головные уборы. Сегодня они стали элементами сценических костюмов, а раньше их носили наши бабушки и прабабушки. Антонина Ильинична приехала в Сыктывкар из Коми-Пермяцкого автономного округа 10 лет назад. Женщина сама до сих пор шьет национальные головные уборы. Главным головным убором когда-то у бабушек, я очень это хорошо помню, был моршень. Моршень – это маленькая шапочка, сделанная из, может быть, даже из лоскутков. Жизнь была очень тяжелая, и вот такой ткани цельной не было, может быть, из лоскутков. Она была маленькая, она затягивала в голову. Здесь оставалось на этой шапочке промежуток оставался. Тут продергивалась ниточка, шнурочек и завязывалась здесь. Это делалось для того, я как понимаю и как мне объясняли, чтобы волосы при стряпне никуда, не дай бог, не упали. Баба Юр считался оберегом. Часто в изделии доминировал красный цвет, его считали защитным. Женщины разного возраста носили разные головные уборы. Невесты надевали очелье, ободочек, заплетая волосы в косу, прокручивая ее вокруг головы. Женщины в возрасте закрывали волосы. Все головные уборы отличаются между собой, и потому, как украшено изделие, можно понять примерное благосостояние семьи. Например, те, кто побогаче, могли позволить себе и ткань покрасивей, и бисера побольше. На выставке представлено 10 работ. Специалисты Финно-Угорского центра отмечают – мало, но и это стоило огромных трудов для мастеров и ученых, которые совместно реконструировали эти изделия. Экспозицию организовали при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках Года культуры и наследия народов России. Выставка представляет все-таки особенности деталей костюмного комплекса народов России. А эти детали, они могут о многом рассказать, о культуре, об особенностях, традициях народов России. И это как раз и есть вот роль национального костюма вообще, да, скажем так, в сохранении культурного наследия. Вот, поэтому мы, в общем-то, понимая значимость и роль этой выставки, с удовольствием привезли ее в Республику Коми. Кроме фотографий, на выставке представлены головные уборы коми-ижемцев, прилуцких и ударских коми. Этими экспонатами поделился колледж культуры имени Чисталева. Экспозиция будет выставлена в Финно-Угорском центре до 15 декабря. Ксения Мишарина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.